Сергей Шойгу рассказал о деталях Парада Победы. Глава Минобороны государства рассказал о подготовке парадов Победы в Российской Федерации. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 2 июня провел очередное селекторное совещание, в ходе которого был обсужден предстоящий Парад Победы и летние военные учения. Об этом СНГ Today сообщили в пресс-службе ведомства. Прежде всего, Сергей Шойгу напомнил, что вчера в Вооруженные силы России начался летний период обучения, в ходе которого планируется провести свыше 3600 мероприятий боевой учебы, основные из них пройдут в июле-сентябре. Также он добавил, что итогом летнего периода станет комплекс спецучений по видам обеспечения с переходом в сентябре к практическим действиям на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». При этом, Шойгу отметил, что принимаются решительные меры по недопущению заноса инфекции в воинские коллективы, в ходе призывной кампании «Весна-2020», которая проходит с 1 апреля по 15 июля. Затем глава военного ведомства отметил, что Владимир Путин высоко оценил действия вооруженные силы в борьбе с коронавирусом как в стране, так и за рубежом, а также приказал начать подготовку к военным парадам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Важно отметить, что 24 июня военные парады пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений. Вооруженные силы планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных средств. Более того, к параду на Красной площади привлекут около 14 тысяч человек, в том числе свыше 800 воспитанников довузовских учебных заведений юнармии ЦИЭФ, также приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств. Говоря о параде, на селекторном совещании отмечено, что будут задействованы 225 единиц вооружения, военной и спецтехники, 75 воздушных судов. Граждане увидят более 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31. Сергей Шойгу отметил, что к участию в мероприятии допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекции. Отметим, что 22 июня 2020 года будет открыт главный храм вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти». Напомним, что российский лидер Владимир Путин 26 мая объявил, что парад в честь 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня 2020 года.